Обязательно мы этим как раз и будем заниматься. Кстати, самое время поздороваться с нашими телезрителями. Вечер добрый, с вами программа «Вечерняя игра». Вы продолжаете смотреть телеканал ТНВ. И, в общем-то, мы тут уже с нашей гостьей разговорились по поводу много чего. Почти разыгрались. Да, и по поводу много чего будем и говорить и дальше. И дадим вам возможность при этом поприсутствовать. Ну и представить Лия Сергеева. Петр Нижинский и наша гостья. Да. Сегодня с нами депутат Госдумы от Татарстана, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России по легкой атлетике Ольга Павлова. Добрый вечер. Вечер добрый. Ольга Ивановна, я вот все-таки расскажу нашим телезрителям, я все тайны им рассказываю. Да? Я в первый раз фактически встречаю человека, который никогда не играл в лото. Ну ладно, вы хоть видели, да, как оно выглядит? Ну, да. Карточки какие-то, бочоночки какие-то. Но, как вы сказали, после праймерис вам уже ничего не страшно. Это на самом деле такая расслабляющая, на самом деле, игрушечка. Вкратце я объяснил, как она происходит. Давайте вот и попробуем, да, как не откладывая долго. Не доверяйте ему доставать бочоночки, он везучий. Нормально, я везучий для гостя тоже. Вот 62. То есть мы сразу смотрим. Ну, у меня нет. Это смешно, конечно, да, но я опять достал 62 нам. Ну, давай я попробую. Почему-то из программы в программу получается именно так. У меня есть. Вот. Видите как? Вот. Ну и давайте уж для верности каждый и вы попробуйте. Приложим руку, скажем так. 58. Вот так. Тоже мимо. Угу. Мимо. Ну и у меня мимо. Ничья, тоже неплохо. Тоже неплохо. Попробую. Нет, не надо его обратно. Ты все-таки вознамерился выиграть. 2. Ну, у меня нет. Да, я вижу, что у вас 1, 5, так, 3, ладно, 6. Ты я еще вот такой вот, прям вот в начале, 28, вот прям покажу, чтобы не думали, что я обманываю, что-то придумываю. 28 у меня есть. Вот как видите? Показал, так сразу нашей гости и повезло. Как замечательно. Ольга Ивановна, очень любопытную вещь мы узнали, когда готовились к встрече с вами. Вам когда-то, если не врет летопись, издания, именно, дали такой совет, что ежели ты хочешь заниматься мужским делом, то давай все свои женские привычки, все женские штучки просто забудь, отбрось, все, их нет. Ну, как был минимум, такой совет, забыть помог? нужно о женских капризах каких-то, наверное, да? Естественно, это разговор был... Когда я только начинала свою спортивную карьеру, старший тренер сборной команды Российской Федерации, увидев мое большое желание готовить спортсменов и готовить на серьезном уровне, сказала мне, что вид спорта у нас очень жесткий, в основном одни мужчины работают, это не художественная гимнастика, не синхронное плавание. И чтобы достойно конкурировать с ними и выводить своих спортсменов в международную арену, нужно работать, в принципе, как работают все мужчины в этой команде. Давайте поясним для наших зрителей. Это не гимнастика, это не гимнастика, это легкая атлетика. И подготовка спортсменов ведется в различных климатических условиях, в том числе очень серьезных, очень жестких. Это горная подготовка на высоте там, более 1800 метров, и до 3000 мы поднимались со своими спортсменами. Это первое. Конечно, климатические условия сложные, то есть переезды постоянные. И второе – это брать ответственность на себя, потому что нужно очень быстро стратегически мыслить. Здесь уже не до женских капризов. И когда принимается решение, оно принимается очень быстро, потому что мы предполагаем, а Бог располагает. А вот, например, просто резко принятое решение, которое вот на памяти прям сразу возникает? Я так не могу сказать. У меня как бы очень много таких решений принималось, которые потом позволяли... Это во время соревнований? Это во время соревнований, во время, когда ты выходишь, уже видишь полностью состав забега, в котором выступает твой ученик, и ты уже стратегически меняешь даже план, который, допустим, до этого был другим. И ты понимаешь... Ну, то есть более сильного, допустим, поставить, да, если видишь, что конкуренты... Или, например, все сильные в забеге. Есть формула выхода. Начинаешь давать уже другие советы своему ученику, или наоборот, когда твоего ученика никто не воспринимает всерьез, и люди, допустим, в раздевалке, один раз услышанный мною разговор позволил нам с моей ученицей выиграть просто-напросто эти соревнования. А вы поэтому сказали, что бег на средней дистанции, которым вы, собственно говоря, занимались, это не так, что просто ты вышел, побежал и прибежал. Нет. Это тактика, стратегия? Это тактика, стратегия, прежде всего,
есть его железные нервы. И пока еще остается даже 15-20 метров дистанции, ты еще не проиграл. А когда ты проиграл тогда? Ну, когда уже финишная прямая пересечена не тобой первым, а твоим соперником. А когда вот, ну, наверное, бывало такое, что вот перед вами бежит ваш соперник, именно он пересекает эту самую финишную прямую, вот эта мысль в этот момент какая пробегает в голове? Никакой мысли. Наверное, мысли все приходят уже после того, как ты сам сфинишировал, начинаешь анализировать, но это уже через несколько, допустим, часов после того, как все случилось. Несколько секунд от старта, вот действительно, какие мысли посещают спортсмена? Вот просто знаете, любопытно. самое страшное — это несколько секунд до старта. Это самое страшное. А несколько секунд уже после старта начинает уже работать просто профессионализм. Ты уже пытаешься занять место в забеге, которое для себя сам определил. Тактически уже проверяешь соперников на первых метрах дистанции, как они стартуют. Ты уже видишь, что они из себя представляют, и готовишься уже к тому, чтобы атаковать их. То есть действительно тут не все так просто. Это не Конечно. просто стартанули и побежали, Нет. да? Нужно еще понять, сохранить силы. Самое главное — трезвую рывка. голову. Трезвую голову — это когда идет контактная борьба. А когда борьба идет по дорожкам, то есть как в беге на 400 метров, там немножечко другое. Но в эстафетном беге тоже, вот мои ученики все стартовали в эстафетном беге, это серьезная вещь. Там есть переход с своей индивидуальной дорожки на общую, и тем более еще человек несет эстафетную палочку и работает Ты на прям благо новый всей мир страны. какой-то открываете сейчас. На самом деле это мир очень серьезный. И Это мир очень суровый мир. Вы знаете, мир настолько суровый, и иногда даже, вот когда видишь, допустим, твоя ученица, у которой белый цвет кожи стоит на линии принятия эстафетной палочки, стоят все афроамериканцы рядом с ней. Ну, причем они, знаете, как очень суровыми лицами стоят, огромной мускулатурой. То даже у меня, как у тренера, немножечко так, честно говоря... То есть давит, да, психологически? Это психологически очень сильно. Тем более у них же имена, фамилии, как бы это известные люди стоят. И нужно выполнить ту задачу, которую тебе поставила твоя команда, твоя страна. Ну, надо еще и ученику своему дать такую определенную установку, что... Вот очень интересную фразу вы сказали, что самое страшное — это те самые несколько секунд до старта. Да. А когда сильнее волнуешься? Вот когда сам сейчас побежишь или когда ученик сейчас Когда побежит? ученик. Когда ученик? Конечно. Когда ученик побежит. Ну и знаете, как говорится, это волнение тоже передается твоим ученикам, поэтому нужно очень самому себя То есть даже тут нельзя сдерживать. расслабиться и Нет. тихонько в уголке ногти погрызть от Ни волнения. в коем случае никакие ногти. Наоборот, честно говоря, все тренеры, которые выводят своих учеников тем более я говорю о тренерах сборных команд, уже национальных сборных команд, они не все находятся в одном месте. И даже чисто внешне ты смотришь на своих коллег из других стран, и нужно все равно, как говорится, держать марку. Покерфейс такой, да? Это ни в коем никому случае. ничего Ни не в коем показывать случае. эмоции. Ни У в нас коем все случае. отлично, мы самые лучшие. А Примерно у самих внутри все клокочет. Примерно так. Ну, понятно, что чтобы ребенок добился каких-то успехов в профессиональном спорте, должны быть данные физические прежде всего, но ведь и характер тоже важен. И вы тут и как спортсменка, и как тренер можете дать советы родителям, которые сейчас нас, возможно, смотрят. Где-то как психолог даже, наверное. Вы знаете, любой самое тренер, главное, психолог. я хочу сказать, родители должны доверять, во-первых, педагогам, которые по тем видам спорта, которым они привели своего ребенка. Потому что иногда желание родителей, оно намного выше, чем возможности ребенка. И это трагедия, потому что все хотят стать Алинами Кабаевыми, все родители хотят вести своих детей в фигурное катание, чтобы они были Ириной Родниной. А может быть, это совершенно другой вид спорта, да? Может быть, это совершенно другое направление деятельности. И таким образом, какие-то комплексы неполноценности у ребенка уже в детском возрасте возникают, потому что огромное желание родителей, и у человека не получается. Этого не нужно делать. Я думаю, что природа, она сама найдет выход, и талантливого ребенка все равно все увидят. Но у вас бывали такие случаи? У меня бывали Ваши такие дети? И вы, случаи. наверное, как-то всё-таки, У меня бывали такие случаи. То есть корректно отговаривали. я уже получала таких людей, у которых был внушен комплекс неполноценности. Просто неправильно был определен вид спорта, неправильно была определена нагрузка, подходы к этому человеку, индивидуальные подходы. Но мы справились с этим, эти люди потом стали очень серьезными спортсменами. Ольга Ивановна, давайте мы ненадолго прервемся. Как определить правильный вид спорта? Поговорим еще. Тема, мне кажется, тоже очень интересная. Пока посмотрим рекламу.
Продолжаем нашу вечернюю игру. И продолжим разговор, наверное, да, или сыграем? Ну, давайте сыграем. А можно я опять попробую? Мне прям вот хочется проверить. Ну, мало Выиграть ли. тебе хочется. Давай. Я прям вообще вот с самого дна беру. С самого горького фактически. 53. 53. Нет у меня 53. Господи, не будем мы тебе больше доверять этот мешочек. Ну, не будем. Так, 36. У меня есть. Вот, видимо, мы каждый друг друга. А давайте, может, удача как раз-таки сейчас и пойдет. Давайте еще один для верности. Давайте. Говорят же, что новичкам везет. Давайте. 85. Так. Ну, конечно. О, кстати говоря, у Так, меня тоже есть старичкам такая тоже везет. Да. Ольга Ивановна, Нормально. вы член комитета Государственной Думы по труду, по делам ветеранов. И социальной И политики. социальной политики. Понятно, что и проблем очень много. И, наверное, когда решаешь эти проблемы, и радости очень много. А есть какие-то истории, которые вот особенно в душу западают? Ой, на самом деле этих историй много, потому что вы сами понимаете, что люди идут с большими проблемами. Это самый тяжелый комитет, хотя он обозначен у нас в Государственной Думе как один из 4 приоритетных комитетов Володиным Вячеславом Викторовичем. И самое большое количество законов мы принимаем. Не всегда, что греха таить, популярных законов, но сегодня именно необходимо такие законы принимать. И кроме того, мы, конечно, ведем прием граждан. На самом деле историй этих очень много. Но вот могу сказать, буквально недавно меня поблагодарила одна женщина, причем у нее была такая история в жизни. Она стояла в очереди на операцию, то есть у нее катаракта, подошла очередь, и в это время потеряли ее документы. Ну, она встала еще раз, опять подошла очередь. К сожалению, эта болезнь такая распространенная, и людей много, которые стоят в очереди. И у нее опять потерялись документы. И когда она уже пришла ко мне на прием, у нее уже была стадия практически предпоследняя или последняя, то есть у человека наступала слепота. Пришлось обратиться в Минздрав. Слава богу, министр нам очень помог. И сегодня эта женщина прооперирована, и вот как бы нас поблагодарила. Вторым таким примером могу сказать, как ко мне на одном из приемов, по-моему, это в Черемшане было, обратилась тоже женщина, которая просила за свою слепую подругу, у которой никого не было из родных, чтобы мы ее поместили в какое-то социальное учреждение. Тоже к Эльмире Амировне я обратилась, министру нашему, и это очень в таком быстром темпе было решено. Вот как бы то, что сейчас в голову пришли, какие мысли. А так это огромное количество всегда просьб людей, которые нуждаются. Тяжело же, наверное, да, вот люди идут, и каждого надо выслушать, понять, Ну, это задача наша, это почувствовать. наш долг. Конечно, мы стараемся помочь каждому, понимаете, но иногда люди обращаются не от того, что какие-то большие очень проблемы, просто от собственной неосведомленности. На самом деле все это решается муниципальными властями, просто люди не осведомлены и почему-то считают, что не обратившись туда в более, там, допустим, муниципальные органы власти, по месту жительства, почему-то считают, что надо идти сразу к депутату, ну, как бы Государственной Думы. Но, тем не менее, мы никому не отказываем. Но вы представляете Татарстан в Государственной Думе России. Понятно, что это и ответственно, и почетно. А долго сомневались перед тем, как такое решение принять? Честно говоря, вообще не сомневалась. Объясню, почему. Во-первых, я здесь тоже была депутатом Государственного совета, тоже такого же профильного комитета. И работая в нашем комитете по социальной политике вместе с Светланой Михайловной Захаровой, Лилией Николаевной Мавриной, я видела, что, в принципе, в Татарстане делается очень много в этом направлении. А потом я это и поняла, когда увидела уже рейтинг республики. И нам очень хотелось, чтобы многие наши наработки, инновации приняли уже статус федеральных законодательных инициатив. Но для того, чтобы весь этот опыт был перенят федеральным центром, нужно, чтобы кто-то лоббировал эти интересы. До меня на площадке Государственной Думы не было депутата, который работал в этом направлении. И когда вот начался праймерс, мы так подумали, почему бы нет, решили, посоветовались со всеми коллегами по Государственному совету, тем более вертикаль выстраивается. И я рискнула. Видите, как, кроме того, поддержка была очень жителей города Казани, жителей республики большая, потому что я же выросла в этом регионе, люди меня многие знали. Вот так получилось. Как все прошло? Ну, прошло все хорошо. Как видите, я депутат.
А вот, подожди, я хочу задать вопрос. Вы упомянули такое слово «рейтинг республики». А какой, кстати, рейтинг? Рейтинг очень высокий. По пенсионному законодательству мы на первом месте, по доступной среде в тройке сильнейших регионов, по социальному обслуживанию в тройке сильнейших регионов Российской Федерации. И даже когда, вот, допустим, ездишь в командировки, вот мы только что вернулись с Алтайского края, ну, воочию, только в сравнении все можно понимать. Уровень менеджмента, уровень отношения нашего и других регионов. Татарстан, по большому счету, даже может служить очень хорошим примером. А мы и для будем остальных служить регионов. примером, потому что осенью этого года в Татарстане состоится выездное заседание Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике, как в одном из передовых регионов с участием правительства, Министерства труда. И я думаю, что мы покажем на уже федеральной площадке, как нужно работать в этом направлении. Вот, дорогие друзья, спортивная закалка, она делает свое дело. Знаете, я предлагаю сейчас так сменить вектор нашей беседы, потому что про вашу работу, про ваши спортивные увлечения, достижения мы уже некоторым образом узнали, а теперь хочется узнать вас как человека. Давайте вот небольшой сюрприз мы заготовили. О! Мне кажется, она не будет заниматься легкой атлетикой, и она все равно пробежит марафон, потому что есть такое выражение «на зубах». Это как раз про нее. Что совпало, а что нет, сейчас узнаем у самой героини. А вот сейчас и узнаем. Знаем, что частично совпало. Да. Точно собаки. Точно собаки, практически угадал Рамиль, но в этом ничего удивительного нет, потому что он много лет тренировался и ездил со мной на сборы. Что касается марафона, наверное, бы не рискнула, но по поводу кросса нации здесь проблемы нет.
Вот все-таки про кухню хотелось бы узнать, потому что мнения немножко разделились, когда мы смотрели «Блиц». Не картошка с селедкой, это 100%. И не совсем восточная кухня. Я люблю в основном, знаете, морскую кухню. Я очень много лет жила на сборах в Италии, в Португалии. То есть мне больше среднеземноморская такая кухня по моему стилю. И потом я уже много лет занимаюсь раздельным питанием. То есть картошка это вообще никак, она уже давно вычеркнута из моей жизни. А не хочется иногда жареной картошечки мало с грибами? Мало ли что хочется. Это в основном рис и все так вот. А все-таки мне хочется еще уточнения по поводу... А почему именно собаки все-таки? Не кошки. То есть, Знаете, все мы знаем, да, что люди делятся на кошатников и любителей собаки собак. это очень преданные животные. Я, во-первых, сама с детства воспитывала таких серьезных животных. У меня была немецкая овчарка. Именно благодаря ей я начала заниматься спортом, потому что занималась военизированным многоборьем. Настолько преданные люди, если я их даже называю как людьми, это твой компаньон, твой друг. А вот от кошки я бы не могла ожидать такого. Я поэтому и спросил, потому что это явный показатель, да, и в психологии тоже. Если человек выбирает собаку, то он выбирает преданность. Да. Кошки-то они все-таки все сами по себе немного. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, да. А вы сами готовить любите? Вы знаете, когда я только начинала работать тренером, то времена были различные. Многие ученики жили со мной в одной квартире по разным причинам. Я готовила. И готовила очень много, потому что, получалась семья большая. Растущий организм. Да, растущий организм. И нужно было правильно питаться, нужно было людей выводить в люди. Сегодня я практически этим не занимаюсь, у меня времени нет. И вот так. Когда есть время, конечно, люблю. Но его практически нет. А у вас есть вредные привычки? Мы сейчас не про общие такие принятые вредные привычки. Понятно, что вы как спортсмен к ним не предрасположены. Вот и зря. У меня есть вредные привычки, о которых, наверное, по телевидению говорить не Так, умолчим. Хорошо, а может быть, я тоже люблю сладкое. Да, именно, сладкое любите. Сладкое я не люблю. Это я не считаю вредной привычкой. Кому-то, может быть, хочется есть сладкое, кому-то соленое. Это просто... А вот вы сторонник действительно того, что говорят, если организм хочет, попробуйте, то же самое сладкое. Или все-таки надо себе запрещать? Я сторонник того, что если организм хочет... Перехочет. Нет, то надо попробовать, вот так скажем. А вот у вас было достаточно такое суровое домовоспитание. Папа военный, вы старшая дочка. Спорт тоже к нежностям не располагает. А как вы относитесь к тому, когда считают, что девочек надо все-таки воспитывать такие принцессы, быт, семья? Предназначение, Вы знаете, семья. Я скажу так. Я бы немножко разделила эти понятия: принцесса, и быт и семья. Я считаю, что девочек надо, конечно, воспитывать уже под таким углом семейных ценностей. И очень большая ошибка, когда молодые люди вступают в брак, не понимая, для чего они вступили, и предназначение женщины сама не понимает свое. Мама ей это дело не внушила, не рассказала ей, что, в принципе, и в горе, и в радости надо помогать своему мужу, воспитывать своих детей. И все. Это не только букет на конфетный период. Все верно. И не белая фата. И не белая фата. И потом, как только начинаются небольшие трудности, люди бросаются в разные стороны, начинаются взаимные претензии. Они просто не готовы к этому. Это грубейшая ошибка. И самое страшное, что я хочу сказать, после таких браков остаются дети. Мы с моими коллегами по Государственному совету и Государственной Думе посетили в День защиты детей 18-ю больницу, детское отделение, где я увидела брошенных детей, более 30 человек. Вот это как раз ответ на ваш вопрос. Девочку, конечно, надо воспитывать. Я считаю, что женщина должна получать и светское воспитание, и понимать свое предназначение в мире. А что такое принцесса? Наверное, конечно, это уже... Мне кажется, это вранье. Розовое цветов. Не то, что розовое. Мне кажется, мужчина должен тоже какие-то определенные условия создавать своей супруге и любить ее. Безусловно. А вот в этом направлении какие-то проводятся, не знаю, не то чтобы исследования, институты, законотворчество, почему бы нет? Институт благородных девиц. Вы знаете, для меня является идеалом сегодня, но это опять-таки мое личное мнение, вы можете к нему прислушаться, можете нет. Мне очень нравится пансион воспитанниц при Министерстве обороны Российской Федерации. Там у меня племянница проходит как раз обучение.
очень хорошее учебное заведение. А вообще ничего искать не нужно. Надо просто посмотреть в традиции того или иного народа, окунуться как раз в корни, в историю, и вы сразу все поймете. Все это есть. Это давно нашими предками уже было изучено. Но это написано через и семью понятно. все равно идет. Конечно, То есть из поколения конечно. в поколение. А если вот У нас семейная оборвалась какая-то связь, да, с корнями, забыли люди, ну, бывает же такое. То есть, мне кажется, все-таки здесь Знаете, некая такая степень государства должно в этом помочь. А государство помогает. У нас сейчас вводятся уроки семьеведения в школах, и я полностью поддерживаю это дело. Конечно, это очень нужный момент. А вот мы достаточно давно заканчивали школу. А что такое уроки семьеведения? Ну, вот все то, о чем мы сейчас с вами говорим, Это все рассказывается это все на уроках. рассказывается на уроках, да. Как интересно. Здорово. Это все традиции семьи, вот, многие культурные ценности, исторические вещи многие. Ну, это все. Вы знаете, а потом у нас есть прекрасный конкурс «Ничкабиль». Если бы вы видели этот конкурс, я неоднократно участвовала в качестве члена жюри, и вам скажу, что много конкурсов красоты, которые показывают женщину с разных сторон, но такого конкурса в Российской Федерации нет, потому что он показывает еще и семейные ценности, показывает женщину с разных сторон. Вот это как раз находка нашей республики. И тут отличились. Это хорошо. У вас в одном из интервью прозвучала тоже очень интересная фраза, что вы благодарны Всевышнему за то, что он дал вам возможность бороться, возможность побеждать и никогда не отбирал у вас удачу. Да. Вы удачливый человек? Да, я бы сказала, что я, наверное, фартовый человек, потому что иногда судьба меня проводила через такие сложные жизненные ситуации, и мы выходили победителями из них. Как бы давала мне силы идти дальше, давала мне какую-то трезвость характера, трезвость ума. И потом, понимаете, я никогда не обижаюсь на какие-то определенные трудности, сложности в своей жизни. Я считаю, что если я буду тратить на это время, то мы далеко не дойдем. Немножко давайте снова вернемся к семье. Такой вопрос хочется задать. Каким принципам вас обучили и воспитали ваши родители? То есть вот что навсегда осталось с вами, и вы передали это и дальше? Вы знаете, наверное, все общеизвестные ценности. У меня родители были очень порядочными людьми, очень трудолюбивыми людьми. Они всегда считали, что нужно надеяться только на себя, помогать людям. Очень много делали добрых дел. И когда вот у меня папа, например, год назад ушел, то большое количество людей пришло проститься с ним. И до сих пор многие ветераны Великой Отечественной войны, многие люди, с которыми он работал, вспоминают его, они следят за моим жизненным путем. И я очень много получаю от них такой положительной энергии. То есть все известные человеческие ценности, которые существуют, наверное, вот заповеди, которые есть у любой национальности, вот этому нас и учили родители. Они были очень простыми людьми. Тогда время было такое. Любили свою страну очень, как бы. Это прекрасно. И такой, позвольте вам еще задать дзен-вопрос, я его так назову. Что, на ваш взгляд, важнее, достижение цели или путь к цели? Вы знаете, это очень взаимозависимые две категории. Конечно, для меня, вот опять-таки тоже мое мнение, первична цель. Но достижение цели не должно быть любой ценой. Это тоже для меня постулат. Путь. Во время достижения цели, конечно, путь может измениться. Но путь – это опыт, и он очень важен и нужен. Это самое, наверное, дорогое, что у нас есть. Но первично для меня всегда цель. То есть я всегда ставлю ориентир, ставлю цель, к которой потом иду. Ну, бессмысленно куда-то идти тоже смысла не имеет. Хорошо. Это называется прогулка. Бессмысленно куда-то идти. А какой вы были старшей сестрой в детстве? Я была очень сильной старшей сестрой, потому что, наверное, это удел всех старших. Вот я очень хорошо помню, как времена были такие сложные, а я уже занималась спортом, тем более у меня была очень такая серьезная овчарка, собака, которую у нас в районе знали многие. И когда моего младшего брата в школе пытались обижать, тогда еще, это были 90-е годы, всякие группировки. Да. Один раз я просто пришла к его одноклассникам с этой собакой, около школы их подождала, и после этого все проблемы закончились.
То есть вы пришли разбираться? Конечно, конечно. Старшая сестра. Здорово. А еще какое-то есть такое особо яркое воспоминание из детства, которое так, ну, если грустно или что-то, вы вспоминаете и прям сразу на душе все играет? Вообще воспоминания... У нас было очень интересное детство, да, вот как сейчас очень много анекдотов на эту тему, мол, как это вы без детских кресел ездили, в машинах никто из вас не разбился, да, вот. Ездили как-то? Как-то ездили, да. У нас, знаете, тогда были очень интересные вещи. Для меня вот два события в голове так отложились. Первое, когда папа водил меня в школу. То есть у меня папа был военный, очень красивый человек, в военной форме. Я очень гордилась. То есть когда он меня приводил, всех там бабушки, маму приводили, а меня папа приводил в школу. Да еще и военный. Да еще и военный. То есть многие мои одноклассницы с большим таким смотрели завистью такого очень красивого человека в форме, с погонами золотыми. То есть так все это было вот для меня. Все как надо. Да, как надо. И потом, вы, наверное, не застали такие времена. У нас были такие первомайские демонстрации. Застали. Застали. Да. Я ходила с мамой на эти демонстрации. И причем все это было, для меня было очень комично, потому что там было много всяких красивых шаров, каких-то конструкций. Все на тележках эти конструкции везли. Бумажные там, цветы. Бумажные цветы помню. огромные. Да, все верно. Но главное, что сначала все шли как-то очень медленно, нога за ногу, а потом, когда надо было вступать на площадь, а на площади уже объявляли, там, например, «Слава работникам здравоохранения». А эти работники еще стояли в квартале, значит, от этой площади. Да, и всем кричали: давайте быстрее. И вот взрослые дяди и тети тянули вот эту тележку быстро, очень быстро бежали, а нам, детям, это очень нравилось, потому что, ну, как бы тети, дяди на каблуках, там кто-то... С тележками. С тележками, да. А вот для меня это самый такой, всегда мама спрашивала: мы скоро побежим, в общем. Сколько там до старта? Да, сколько там до старта, то есть это было вообще интересно. Но демонстрация, это было интересно. Это всегда был такой праздник для людей. Ну, яркое, да, Яркое событие. Да. А сейчас народные гуляния вы любите? Сейчас народные гуляния... Или вы всегда работаете, Сабантуй, когда например. народные гуляния Нет, проходят? я не всегда работаю, когда проходят народные гуляния, но я как-то в них участвую уже в другом формате. Уже не побежишь. Уже не побежишь, во-первых. И, я люблю, потому что я считаю, что если у людей есть такие события, да, есть повод что-то отмечать, значит, люди живут хорошо. Потому что если нет гуляний и нечего отмечать, значит, это уже повод задуматься. Опять же, это единение народа. Конечно, конечно. Вот. Давайте больше народно гулять. Да, и будем единиться с телевидением, потому что реклама у нас сейчас, вот я к этому как бы, да, давайте посмотрим. Продолжим наши вечерние посиделки. Игры я предлагаю продолжить. Но мы договорились уже Петру не доверять, нас а то три бычочек. девочки, я Давайте смотрю. вы сейчас будете Я доставать буду бочонок. доставать. Давайте. Букмекерские конторы мне не Давайте. доверяйте. 79. Нет. У меня нету. Вот. Еще разочек. Так. 27. Ну что А такое? у вас? 27. У меня тоже нет. А давайте я попробую. Нет. 20. 20. У меня тоже нет. Да. Мы упорные. Я знаю, с 86. кем лотерейные билеты не стоит покупать никогда. Так, ладно. Нет. Прервемся. А с чего ваш день начинается? Рано встаете? Да, я встаю рано, ну, как бы по-разному. Иногда, значит, если ехать в далекий район, а у меня 10 муниципальных районов, то иногда бывает 4, полпятого, и такие вещи бывают. Засветло, как говорится. Засветло, как я говорю, лично вертолета у меня нет, чтобы доехать куда-нибудь там в далекий район, если там в 9 утра уже начинается Ой-ой. совещание или какое-то мероприятие, то надо выезжать в 5 часов утра. Но вообще, как правило, я просыпаюсь в 6:30, всегда начинается у меня день с того, что я делаю физические упражнения. Зарядка, то есть присутствует. Зарядка некая. ее трудно назвать, потому что сегодня это все тоже зависит от того, где я нахожусь. Если это Казань, то да, это зарядка. Если это Москва, то просто несколько упражнений, просто физических таких. Ну, то есть как вот тот. Да, потом обязательно Так, почта. что-нибудь. Я смотрю почту, смотрю документы. Ну, теперь тоже уже обязательное упражнение. Это в обязательно нынешнем упражнение, даже не обсуждается. Это какой-то легкий завтрак. Где-то так. И все, вперед. А заканчивается тогда ваш день во сколько? мире. Не Это тоже, заканчивается. я согласна, даже не заканчивается. Иногда бывает и не заканчивается. То есть, знаете, бывает
разница во времени, никто не отменял твою работу. То есть, как я говорю, я доступна круглые сутки, если только телефон мне не отключается. Ну, при таком режиме, наверное, все равно хочется иногда и телефон отключить, и почту отключить, отвлечься. И бывают у вас такие моменты, когда вы отдыхаете? Ну, конечно, бывает. Я же тоже нормальный человек, поэтому бывает. Мы уж стали сомневаться. Нет, бывает. Знаете, как бы вот меня люди часто спрашивают, где ты черпаешь свою энергию? Я ее черпаю, когда, например, посещаю какие-то очень хорошие такие мероприятия, энергетические, энергоемкие. Например, это может быть какой-то концерт, да, или опера классическая, или какой-то очень хороший матч. А вот, например, я очень болею, я поклонник нашего казанского «Динамо» женского, да, волейбол. Это огромные эмоции, когда ваша команда, твоя команда выигрывает. То есть я вообще болею практически за все спортивные команды республики. А когда посещаю эти мероприятия тоже. А на стадионы удается попадать? Конечно, конечно. Я была последний раз вот на матче, у нас был тестовый матч, когда Рубин играл с ЦСКА. Я практически все самые брендовые статусные матчи посещаю, когда сегодня тоже собираюсь на Лигу чемпионов. Ну, а даете волю эмоциям, когда сидите? Кричалки кричите? Ну, конечно, но самое интересное, что, как правило, команда болельщиков, в которой я нахожусь, это мужчины. Вот, и я немножко их сдерживаю своим присутствием, так бы они еще более жестко болели, вот, разными выражениями. Кто ж так играет? Кто ж так играет, да, объясняю, куда послать судью, но в моем присутствии как бы они стараются это Становятся не делать. интеллигентнее люди. Становятся Это же интеллигентнее, да, и прекрасно. поэтому я иногда даже выхожу специально, думаю, ну пусть уж поболеют, пусть уж скажут все, что думают об этих игроках, об этом судье, да, о том, что творится на площадке. Вот. Вот вы сказали, что вас еще вдохновляет оперы, выставки наверняка. Да, все красивое, все, что знаете, все талантливое, все красивое. Я вообще восхищаюсь людьми, которые именно имеют способности, будь то наука, будь то культура. Вообще очень интересно мне всегда общаться с молодежью. Я как бы люблю молодых людей, люблю креативных молодых людей. Вижу еще, знаете, как они мечтают, как они хотят достигнуть чего-то. Стараюсь им тоже в этом деле помочь. Я очень дружу с Лигой студентов, например, в Республике Вот кто Татарстан. вас впечатлил из последних креативных молодых людей? Будь то спорт, искусство. Похоже, их было много. Ой, вы знаете, как бы такой вопрос, он очень... Ну, как-то вот Ну, засел, что ли, в голове? знаете, я фамилию сейчас вам сказать не могу, я вам единственное... Идея. Идея, вот в чем заключается. Сегодня в Государственной Думе Российской Федерации мы подписали договор с 3 вузами. Это и Казанский медицинский университет, и Инновационный университет имени Тимирясова, и наш федеральный университет. И они посылают нам студентов на практику. Я воочию убедилась, что мы действительно готовим профессиональных людей. Я действительно убедилась в том, что наши студенты одни из самых лучших в Российской Федерации, потому что они у нас работают в комитетах, они пишут проекты на обращение граждан, они в совершенстве владеют действующим законодательством, несмотря на то, что это студенты наших вузов, это еще магистранты и студенты. Я буквально восхищена этими ребятами, потому что они несут очень большую социальную нагрузку. Смена достойная растет. Да, и у нас сегодня есть юридические клиники, где они помогают безвозмездно бабушкам, дедушкам, людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Я вообще очень восхищена нашей молодежью. Вот. Много талантливых людей у нас. Разных. Это можно очень долго говорить. Очень приятно это слышать. А то, ну нет, Ты я уже не молодежь. не на себя, потому что, ну, сами знаете, что в основном бывает, что да, это что за молодежь пошла, то есть Нет, от обратного. наоборот, абсолютно как-то. А не тут- согласна с этим. Не согласна. А вас легко вывести из себя? Вы знаете, меня вообще легко вывести из себя, потому что я по своей натуре, по своей генетике очень взрывной человек. Иначе бы я, наверное, не занималась спортом. Да? Это Ваши стихии не огонь? моя стихия земля. Но с годами я работаю над собой, я тренирую себя. То есть я стараюсь не показывать свои эмоции. Вот, и пока у меня это... А тяжело вот это давалось Конечно, вообще? Это тяжело. же такая Ну, это сложная, тонкая поднастройка. Очень тяжело, очень тонкая поднастройка, но сегодня как бы я справляюсь с этим. Так, ну вы, получается, человек взрывной, но, наверное, и отходчивый. Отходчивый, но я хочу сказать, что у меня вызывает негативные эмоции, например, человеческая нечистоплотность, или когда я вижу какое-то хамское отношение там, к старшему поколению, вот, или, допустим, какое-то равнодушие чиновников. Меня, конечно, это выводит из положения равновесия. Да? Хочется сразу же там нажать кнопку, набрать руководителя этого человека, да, поставить на место.
Но сейчас я уже немножечко по-другому действую. Более так. Так у вас глаза Избирательно. загорелись в этот момент, когда сказали, по-другому немножечко действую. А что вас счастливой делает? Ой, меня счастливой могут сделать многие, знаете, многие вещи. Даже там смена погоды, смена настроения. Я такой человек. То есть я ценю красивое, я ценю прекрасное. Для меня многие, даже простые бытовые вещи меня могут сделать счастливыми. Я вам еще раз говорю, когда я увижу какую-нибудь просто интересную, красивую вещь. Умение радоваться мелочам — это тоже Да, искусство. я хочу сказать, слава богу, еще при такой работе и нагрузке я это не потеряла. А если бы была возможность дать совет себе юной, когда было только начало вашего пути, что бы вы посоветовали вот сейчас? Я считаю, знаете, я очень много раз думала, где были ошибки, и путь был непростой, был действительно тяжелый, но сегодня я думаю, что ничего лишнего в нем не было. Все, что случилось, то случилось. И все эти ошибки, без ошибок в жизни не бывает, вы понимаете, не ошибается тот, кто не работает. Да, ничего не делает. Да. Ничего не делает, они были нужны мне для того, чтобы получить опыт. Вот, конечно, мы пытаемся там своих близких людей, молодежь, немножечко обезопасить от этого, вот, давать им советы. Но все равно, мне кажется, у кого какая судьба, тот так этот путь и пройдет. На свои грабли каждый должен наступить Конечно. сам. То есть вы где-то даже фаталист? Ну, наверное. Вот. Я ничего не хочу в своей жизни вычеркивать. Все, что там было, оно все нужно. Мудро. Очень мудро. Я предлагаю вот на этой мудрой ноте, нота, конечно, звучит странно, завершить нашу программу. Огромное спасибо, Спасибо что вам. выделили время, посетили, пообщались, рассказали много, мне кажется, интересного о себе, что о вас не знали. А я напомню, что вы смотрели программу «Вечерняя игра». Обязательно увидимся и услышимся здесь, на телеканале ТНВ, в означенное время. Пока. Пока-пока. До свидания.